Владимир Уйба призвал руководителей на местах не расслабляться в вопросе организации безопасности в местах отдыха граждан близ водоемов. Причина тому тревожная статистика. С начала сезона утонули 8 детей, 4 из них в Карткировском районе. В МЧС считают, что подростки потянулись к водоемам из-за отсутствия вариантов досуга. Когда на карантин закрылись образовательные учреждения организации летнего отдыха, они просто остались без контроля взрослых. В Министерстве образования признали, что из-за коронавируса весь комплекс запланированных профилактических мер реализовать в прошлом учебном году не получилось. В большей степени все профилактические разъяснительные мероприятия в конце учебного года мы были вынуждены проводить в онлайн-формате. Вместе с тем, в части формирования культурного безопасного поведения у наших детей, какие меры нами предпринимаются? Мы понимаем, что это два направления. Первое – это учебная деятельность, то есть в рамках учебных предметов, окружающий мир, основа безопасности жизнедеятельности, есть целые разделы, которые посвящены формированию именно этих навыков. Но большая роль здесь отводится именно внеурочной, внеучебной деятельности. Я понимаю, вот профилактическая работа, вот особенно в Минобразе, там расписано все, у всех у нас есть дети. Да? Как это происходит в школах? Когда это происходит в школах? У нас, к сожалению, всегда случилось что-то, после этого пошло. Учебу и профилактику нужно начинать чуть-чуть раньше, где-то с марта, наверное, даже месяц. Говорит, что в неположенном месте купаться нельзя, и так далее, и тому подобное. А вот этой программы, какой-то такой детальной перед выходом, так скажем, на улицу, ее нету. Работа проводится, еще раз говорю, работа проводится. Она я даже не скажу, что она формально проводится, но детальности вот этой работы ее нету. По сути, ведь всего в этом году пришло тепло сразу после паводка. Вот паводок практически заканчивался, и уже начались теплые дни. И в этом смысле, конечно, нужно готовить сани зимой. Тут я совершенно точно согласен, что мы опаздываем. Если мы начинаем готовить детей в апреле, в мае, то это уже поздно. Второе. По формированию навыков плавания. Действительно, вопрос крайне важный. У меня был период в жизни, когда я работал достаточно активно с детьми, организовывал летний отдых. И хочу сказать, что мы проигрываем. Приезжали, были организации международных смен, приезжали ребята из Чехословакии. Мы проигрываем в физической подготовке, особенно в плавании. У них ребенок не поедет в организованный и неорганизованный, в любой вид отдыха, будь то лагерь спортивный, будь то лагерь отдыха. Если он не умеет плавать, его сначала родитель обязан эти навыки ему дать. То есть эти навыки в обязательном порядке должны даваться. Я понимаю, что есть село, где надо мной посмеются сейчас, скажут, как я его дам, эти навыки, если нет бассейна. Но, тем не менее, вопросы крайне важные. Если ребенок плавать не умеет, конечно, у него шансов утонуть значительно больше. Руководитель региона призвал глав на местах активнее использовать площадки для обучения плаванию детей, ведь в основном они у нас муниципальные. Часы и время для школьников должны выделяться в обязательном порядке, по примеру, как для ГТО.